Мы находимся на дамбе 202-го микрорайона города Якутска, где началась самая горячая пора по перевозкам на судах на воздушной подушке. Много вопросов возникает, естественно, о ценообразовании и в первую очередь о безопасности. Почему? Потому что сезон всегда травмоопасный. Недавно даже фактически одна из пассажирок получила травму, и сейчас мы давайте разберемся, как обеспечивается безопасность на судах на воздушной подушке. Скажи, пожалуйста, как часто пользуешься услугами перевозок на воздушной подушке? В последнее время часто пользуюсь, потому что мы строим на том берегу дома в селе Нижний Бестях. Мы вот строительная компания «Три тройки». Вот утром переправился на эту сторону, а вчера отсюда туда переправился. По стоимости все ли удовлетворяет? Конечно, нет, потому что дорого. 3000 сейчас проезд стоит. Неделю назад было где-то 1500, по-моему. Вчера 2,5 было. А по безопасности, как это, обеспечивается ли она? Безопасность, да, обеспечивается, все комфортно. Вот на этих подушках, да, хорошо. А вот которые вот железные, там пожестче чуть-чуть есть. Не страшно? Да нет, нормально. Первый раз в жизни еду. Вот решил попробовать. Еду в Хандыгу, мне надо. Вот там меня такси ждет. Сейчас вот поеду на подушке. А цены не кусаются, на ваш взгляд? 2000, да нет, наверное, ничего не кусается. А вообще не страшно переправляться? Все-таки первый раз? Ну да, немножко непривычно. Но они ездят вдвоем в паре. Сейчас еще этот будет грузиться. В паре ездят и друг друга страхуют. А какую-то технику безопасности вам рассказали или нет еще? Ну пока ничего, видимо, там в салоне что-нибудь расскажут, я надеюсь. Борис Алексеевич, расскажите, пожалуйста, о этом сезоне перевозок. Ну, вы имеете в виду на воздушных подушках? Да. Я вам скажу так. Нынче, значит, навигация у нас началась чуть позже. Ну, как, мы выехали как положено. Как дорога закрылась центральная, уже 20 числа мы стояли здесь. Дежурные подушки, 5-6 штук, на всякий случай. Но это время, конечно, люди ездили на машинах долго. Груза возили очень долго тоже на машинах. Шишиги, 131-е. А они дома где-то числа до 5-6 возили. Ну, а потом пошел груз. Очень много нынче грузов, понимаете. Груза возим с утра до вечера. В бригаде у меня 20 воздушных подушек, 5 тайфунов аэроботов, итого 25 единиц. Бригада, коллектив хороший, дружный. Ребята, капитаны опытные. Все проверки проходят всегда. Насущный вопрос о повышении цен, естественно. Так, насущный вопрос, я вам скажу сейчас так. Мы начинали как 10-15 лет тому назад. Ну, не 10 лет это точно, по 1500 рублей. Условия начали тяжелеть, как говорится, это самое, на реке. Пошел ледоход. Сначала мы, значит, по условию ставим 2000 было. Начали рваться уже, как говорится, расходы топлива и так далее и тому подобное. 2000. Потом еще хуже стало на реке. 2500. Ну, как бы поэтапно, понимаете. Сегодня ребята мне говорят, ну, что будем делать, бригадир? Вообще на реке кошмар. Ну, я говорю, как лед? Они говорят, ну, ломкий лед, ломкий. Можно ходить? Они говорят, ограниченно 5-6 человек можно брать и ехать. А потом, что будем делать? Я говорю, ну, что, ребята, как в те года, говорю, 5-6 человек не стоять, повышаем тогда, что приходится цену, говорю, 3000. Народ меньше нужно по технике безопасности. Конечно, не 10 человек, а человек по 5-6. Это 2 раза уменьшаешь погрузку. Вот недавно был неприятный случай, когда женщина получила травму по технике безопасности немножко. По безопасности я вам скажу так. Я просыпаюсь очень рано, в 5 утра, ложусь поздно. Я за безопасность отвечаю тут за всю бригаду, как говорится, да. Я всегда инструкции ребятам даю. Ребята, безопасность, еще раз безопасность береговым, которые ставят эти трапы и так далее, чтобы подавали руки и тому подобное бабушкам, девушкам, там, ну, всем подряд. Вежливость в первую очередь должна быть с пассажирами и так далее. Пока, дай бог, в моей бригаде такого случая не было. Никогда. Дай бог. Вообще, получается, какой-то заключен договор между пассажиром и перевозчиком, да, по поводу страховки? Да. Страховка — это в первую очередь. Пассажиры застрахованы, капитан застрахован. Обязательно. Без этой бумаги, без страховки, просто у нас
портконтроль не примет никогда наш пароход. А если все-таки случится какой-то казус, то человек получит травму, куда ему стоит обращаться? Но в страховую компанию, естественно, пишут заявление, все в ту страховую компанию, где застрахован пассажир, капитан и так далее. Все это официально, тут пиратства нет у нас, все официально работает. А это где прописано? Каждый индивидуальный предприниматель, каждой отдельной страховой компании, понимаете, страхуется. Мы перед тем, как выехать, обязательно проходим страховку, оплачиваем, готовим все. Вы можете убедиться, я могу любую бумагу сейчас принести, капитана, документы и показать вам. Ну, что-то может сказать самим пассажирам по соблюдению техники безопасности? Я пассажирам вот что, особенно в этот момент, когда идет такой ледоход, чтобы меньше смотрели в эти телефоны. Мало ли, что где-нибудь это форс-мажор может быть наскочить там на торос или что-нибудь. Вот из-за этого вот бывают такие случаи. Вот это телефоны, лучше пускай они прячут подальше. Сели в катер, пусть они отключают, чтобы капитану не мешать, чтобы не звонили вот эти, понимаете, вот это звонки вообще мешают капитану. Он идет, смотрит на дорогу, весь напряженности. А тут эти начинают разговоры, мимо бортом, туда-сюда, чугагатом. Вот этого не надо делать. Пусть они сидят до конца, пока до стоянки. Вот приехали, пусть, ради бога, хоть разговаривают сколько угодно. Вот это в первую очередь. Я пожелаю пассажирам, чтобы телефон отключали и сидели молча. Во-вторых, пусть они не беспокоятся. Мы не будем рисковать никогда пассажирами, капитанами, суднами. Если мы работаем, значит, нормально все. Пусть она, цена чуть повыше будет, но безопасность есть всегда. Пусть приходят, мы работаем. Нынче уже 30-я навигация у нас, а на воздушных подушках мы уже почти 20 лет работаем. Первые мы открыватели. Так что так, да.